Демпинг на рынке туристических услуг, проблему нелегальных экскурсоводов, монополизацию сферы и то, как все это можно побороть, обсудили за круглым столом ательеру, туроператоры, депутаты и чиновники. А бороться с низкими ценами на жилье, экскурсии и трансфер необходимо, так как подобная ценовая политика доступна лишь крупным зарубежным туроператорам, таким как, например, Библиоглобус. Это снижает конкурентоспособность местных малых и средних предпринимателей, и в итоге национальный бизнес может деградировать. Эта проблема не стала неожиданностью. Как рассказывает президент Абхазского союза туризма Анна Калягина, много лет назад вероятность такого сценария рассматривалась. Я помню, как беседа с Геннадием Леонидовичем, царство его небесное, мы обсуждали, что рано или поздно на нашем рынке появятся монополисты. И мы предостерегали, что без активных мер защиты нашего сектора все наши усилия могут оказаться под угрозой. Мы с трудом преодолевали нехватку электроэнергии, воды, проблемы в инфраструктуре, привлекали туристов, создавали рекламные кампании за свой счет, боролись с последствиями пандемии. И вот когда, казалось, мы начали выходить на новый уровень, когда появилась возможность строить новые объекты, восстанавливать транспортное сообщение, и транспортное сообщение у нас теперь даже очень неплохое, логистика, самолеты, электрички. Мы сталкиваемся с тем, что наши достижения могут быть подорваны. И недобросовестная конкуренция, отсутствие адекватного регулирования негативно сказывается на всей экономике в Абхазии. Каким образом от демпинга страдает вся экономика, объяснила преподаватель кафедры географии биолого-географического факультета АГУ и сотрудник Минтуризма Кристина Лакербая. По ее словам, необоснованно низкие цены на жилье и транспортные услуги повлекут за собой негативный мультипликативный эффект. Мы сегодня в жестком блоке имеем около 8 тысяч койко-мест, а в общем у нас 40 тысяч. То есть спустя 5 лет мы потеряем всю вместимость, то, что мы имеем. То есть каждый год поэтапное увеличение жесткого блока – это потеря койко-мест, потеря всех объектов. То есть, да, я понимаю, каждый предприниматель получает все денежные средства, которые он запрашивает, и его не волнует, как дальше будет продавать его номер туроператор. Туроператор сегодня говорит, что я не ухожу в минус, я могу там демпинговать на цене размещения, но при этом транспортное сообщение. Буквально вчера мы смотрели поездка в Сухум-Москва, 1500 рублей стоит билет. То есть я не знаю, что за цена, но на такой цене, на цене трансфера, на цене размещения никто никогда не останется в прибыли. Соответственно, большие потери будут у нашего государства, и мы не получим тот доход в виде налоговых обеспечений, который мы планировали. Какого туриста мы принимаем? Тот турист, который приезжает сегодня за 300 рублей, я вас уверяю, он ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды, то, что дают там в отеле, но на улицу он ничего не купит. Они приезжают, покупают дошираки, извините меня, да, но мы хотим, чтобы они купили там сувениров, нашу сельскохозяйственную продукцию и так далее. То есть нам такой турист, я считаю, не нужен. Мы должны стремиться к тому, чтобы к нам приехал турист, который позволит себе отдых, а не просто там возможность приехать за 5000 рублей с семьей на неделю отдохнуть. По мнению депутата Беслана Халваш, все, что сегодня творится в туристической отрасли Абхазии, отчасти вина Минтуризма, ведомства, которое должно регулировать все процессы, реагировать на проблемы, выступать с инициативами. Поэтому сейчас чиновникам от туризма нужно не посыпать голову пеплом, а искать решение проблемы, учитывая уже сложившиеся реалии. Я не считаю, что закрытие счетов или какие-то драконовские методы и меры должны вводиться у нас в стране. Рынок должен быть стабилизирован. И самое главное, и вот мои коллеги здесь сидят, самые главные предложения должны исходить от вашего ведомства, которое будет учитывать мнение вот всех наших коллег, которые здесь присутствуют и не присутствуют тоже. Пожалуйста, давайте мы поставим работу таким образом, чтобы каких-то ультиматумов, каких-то резких каких-то вот шагов мы не предпринимали, создали такую конструктивную рабочую обстановку, выработали механизмы максимального решения существующих проблем.
Но, по словам предпринимателей, ситуация зашла слишком далеко, и назвать ее можно просто – захватом рынка. В Очимчирах ситуация была. В прошлом году отель сдали Библиоглобусу. В этом году туроператор решил цену снизить. Понимаете? Снизить. А хозяин не захотел. Я его понимаю. Он остался без людей. Что происходит? Ну, мы все взрослые люди. Мы должны понимать, что на этот период времени идет захват рынка. Если кто-то этого не видит, ну я не знаю, идет захват рынка постепенный. Почему? Потому что сперва цена такая, потом она там август, сентябрь вырастет, да, еще что-то происходит. Из года в год цена будет понижаться. Те отели, которые так или иначе заключили договора, им на следующий год предложат цену поменьше. Я так предполагаю, мое мнение, может я не прав, вот, но при этом с каждым годом цена будет понижаться. Частный сектор, небольшие предприятия, размещения, которые находятся в округе, не смогут платить налоги, не смогут заработную плату выплачивать как следует, не смогут в конце концов вести свое хозяйство. В конце им будут предлагать, я так думаю, продайте свое предприятие, мы его купим. Если оно стоит 20 миллионов, мы за 30 купим. В течение 5 лет вот эта вся прибрежная территория будет выкуплена крупным бизнесом. И вот туда не сможет прийти ни один из нас. В Минтуризме предлагают решать проблему низких цен на места размещения установлением предельной цены, ниже которой туроператорам продавать койко-места будет запрещено. Мы встречались с представителями владельца большого номерного фонда. У него есть понимание, что это проблема, которую надо решать. Выход решения из этой проблемы, как мы понимаем, это они же подписывают договор между туроператором и ательером по среднюю стоимость. Сейчас мы вышли с таким предложением, и нас тоже услышали, что при подписании договора они будут указывать, что туроператор будет продавать не ниже определенной стоимости, что, как бы, на наш взгляд, должно стабилизировать рынок, потому что такие ситуации происходили и в соседнем нашем регионе, в Сочи, в Краснодарском крае, там ательеры собрались и вот вышли с таким предложением к туроператору, и, на наш взгляд, там ситуация изменилась, цены стабилизировались. Кроме того, по словам Астамура Барциц, Абхазии необходимо бороться за более платежеспособного туриста и не превращать республику в место отдыха эконом-класса. Самое главное, на наш взгляд, что мы должны отстаивать нашу национальную цену. Не превращать республику Абхазию в какой-то эконом-класс для отдыха, для проживания. Да, конечно, я сейчас говорю какие-то непопулярные вещи. Турист – это человек и так с деньгами, который предпочитает свой отдых у нас в республике. Но мы должны бороться за более благосостоятельного, более платежеспособного туриста и отстаивать свою ценовую политику. В итоге участники круглого стола сошлись во мнении, что необходимо принять срочные меры, направленные на защиту добросовестных участников рынка и повышение стандартов качества. Предлагается разработать кодекс этики, ввести закон о предотвращении демпинга, создать нормативную базу, а в качестве долгосрочной цели участники дискуссии обозначили системную реформу законодательства, классификацию объектов размещения, поправки в закон о туризме и создание стратегии развития отрасли с учетом ее роли в экономике страны. Для реализации всех предложений при Минтуризме будет создана рабочая комиссия с участием представителей бизнеса, научного сообщества, парламента и общественности. Марианна Котова, Турник Амичба, Абаза ТВ.